160 лет – это целая жизнь, богатая событиями и историей. За это время школа прошла сложный путь становления и развития и стала родным домом для тысяч детей. Здесь получило образование не одно поколение – академиков, писателей, артистов, спортсменов, государственных деятелей, патриотов, сложивших голову за свободу Родины. Основной упор воспитывать поколение в духе абхазства, морально-этического кодекса. 56 выпускников наших сложили головы, защищая Родину во время Отечественной войны в Абхазии. Каждый класс носит имя наших выпускников. Большая работа проводится в патриотическом плане. Классные часы. Мы участвуем во всех патриотических соревнованиях. У нас учителя начальной военной подготовки Квицыня Руслан Шотович и Адли Балаша Зурабович очень ответственно относятся к своей работе. И вот конкурсанты в этом году, которых они готовили, выиграли в городском конкурсе строя песни. Сегодня школа – особая территория. Методический, информационный и социокультурный центр. Визитная карточка школы – ориентированность на всестороннее развитие учащихся, преемственность поколений. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети постигали науки, учились мыслить, творить, добиваться поставленных целей. Полученные в школе знания позволили выпускникам найти себя в самых разных отраслях и сферах. Принимает активное участие наша школа во всех городских мероприятиях, в конкурсах республиканских и очень хорошо себя проявляет. В городской олимпиаде наша школа заняла первое место. В республиканской 60 победителей. Это для нашей школы, я считаю, что большой успех. Также очень много кружков у нас. У нас литературный кружок, у нас театральный кружок, хореографический кружок. В нашей школе организовала учительница пения Чачхалям Зия Потовна хор. Мы имеем свой хор. Также у нас секции баскетбола, волейбола, футбола. В 1859 году российский император Александр II издал указ о создании на Кавказе так называемых горских школ. Так началась история 10-й школы. Официально она открылась 4 апреля 1863 года. Со временем детей здесь становилось все больше, а курс учебы дольше. Главной проблемой было то, что обучение велось на русском языке. Первым, кто поднял вопрос о том, что в учебную программу нужно ввести уроки абхазского языка, стал патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулия. По сей день школа бережно хранит и чтит традиции родного языка. 10-я горская школа, можно так сказать иначе, это история всей Абхазии. Это историческое наследие абхазского народа. В этом году так получилось, что мало того, что школа отмечает 160-летие своего юбилея, своей даты, но еще тут совпали еще другие даты. 100 лет со дня присвоения имени Нестора Лакоба, нашего выдающегося деятеля, и еще 130 лет со дня рождения. Учиться в этой школе в советское особенно время и сейчас это было большой честью. Благодаря нашим учителям, которые работали здесь долгие годы, они пронесли вот этот дух абхазского народа, сумели сохранить, несмотря на то, что было очень сложное и противостояние. Вот этот праздник особо, мероприятие особо близко. Почему? Потому что в этой школе учился мой также отец. Он выпускник 4-го выпуска 1937 года. И вот преемственность поколений, которую сумела сохранить эта школа, как бы дает нам, конечно, такой импульс и как бы внутреннюю силу. Самое главное в школе – ее душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Годы неумолимо отсчитывают время, а школа все равно остается молодой, потому что ее стены наполняются новыми звонкими голосами. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.